Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Резонанс». 4 ноября, а по старому стилю 25 октября, в России отмечается один из самых молодых государственных праздников – День народного единства. Эта дата имеет большое историческое прошлое и связана с 1612 годом, с именами Минина и Пожарского. Этот день отмечается в России ежегодно. И, конечно же, в Чеченской Республике, где проживает очень много различных народов, много культур, также этот праздник отмечается. Сегодня здесь, в студии, мы будем обсуждать с гостями тему национальной идеи, тему национального единения. Каким должно быть современное чеченское общество, современное российское общество? Обо всем этом сегодня здесь в студии. И сегодня у нас расширенный формат. У нас здесь в студии представители различных объединений национальных, культурных, видные политические деятели республики, гости столицы. И именно вместе с этими людьми мы будем говорить и искать, отвечать на некоторые вопросы. И позвольте мне в самом начале представить нашу экспертную группу. У нас здесь Олег Михайлович Штомпель, заведующий кафедрой исторической культурологии факультета философии и культурологии Южного федерального университета, доктор философских наук, профессор. Геннадий Владимирович Драч, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой теории культуры, этики и эстетики факультета философии и культурологии, директор Северо-Кавказского центра этнокультурных исследований. И у нас здесь Тамара Адамовна Мазаева, доктор философских наук, профессор, проректор по науке и инновациям Чеченского государственного университета. Вот у вас такие большие регалии, и это говорит о том, что, конечно же, именно в своем направлении, в своей деятельности вы знаете многие вопросы, на которые мы сегодня здесь в студии будем отвечать. Ну, перед тем, как мы приступим к нашему диалогу, небольшой информационный материал о дне 4 ноября, о котором мы сегодня с вами и говорим. 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден федеральным законом о внесении в статью 1 федерального закона о Днях воинской славы, Победных днях России, подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным. Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года. День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием смутного времени в России в 17 веке. Смутное время – это период со смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русском престоле воцарился первый из династии Романовых. Ежегодно в Чеченской Республике массовыми торжествами отмечается День народного единства. Во всех городах и районах проходят праздничные концерты и народные гуляния. Муниципальные власти совместно с профильными министерствами организовывают для населения спортивные состязания, творческие вечера, благотворительные акции и различные выставки. В настоящее время в республике проживает более 40 национальностей, но проблем межнациональной и межконфессиональной розни и нетерпимости в регионе нет. Сегодня в Чеченской Республике реализуется концепция государственной национальной политики, которая разработана в целях всестороннего учета интересов народов республики и обеспечения взаимодействия республиканских органов государственной власти, городских и районных администраций, а также институтов гражданского общества по гармонизации международных отношений в регионе. Ну что ж, первый вопрос я хочу, конечно, вам адресовать. Вот совсем недавно у нас в республике прошел первый международный конгресс «Пространство этносов в современном мире». Вот так он назывался. Также присутствовали многие из тех участников сегодня нашей программы на этом конгрессе. И вот я хотел бы узнать у вас, Тамара, скажите, пожалуйста, в чем были цели, задачи, почему именно сегодня сложилась необходимость создания, созыва этого конгресса? Да, действительно, вот буквально на днях в Чеченском госуниверситете завершил свою работу, достаточно плодотворно она прошла, первый международный конгресс «Пространство этносов в современном мире». Надо сказать, что тема будущего этносов, этнических культур, как тема вообще будущего нашего мира и человека в этом мире, это одна из самых обсуждаемых тем в современной науке. И мы в университете направление это, которое изучает этнокультурный мир в условиях глобализации, сделали одним из приоритетных. И в связи с этим совместно с Южным федеральным университетом
мы инициировали вот этот конгресс. Это площадка, которая будет, она создана уже, площадка, на которой в 2 года один раз будут собираться ученые, философы, культурологи, социологи. В общем, это как бы междисциплинарный диалог будет проходить на этой площадке, то есть на площадке Чеченского госуниверситета, который будет обсуждать вот эту очень важную, актуальную для будущего нашего человечества тему. Почему она столь актуальна? Говорят материалы Конгресса. Я думаю, что в процессе нашего обсуждения мы к этому обратимся и скажем. Вот. Ну, давайте дополнение. Да, Вот пожалуйста. находились участники. Вот. Что же мы все-таки вынесем из этого Конгресса? Вот Тамара очень правильно сказала. Какое самое главное мнение, позиция была вот как бы вами оговорена на этом Конгрессе? Пожалуй, самым главным было то, что собрался вот такой форум народов, лице представителей республик Северного Кавказа здесь, в столице Чеченской Республики. Это было замечательное такое сообщество людей, для которых данный конгресс был и научным мероприятием, и способом человеческого общения, межэтнического общения. И надо прямо сказать, такие мероприятия и не столь часто проводятся, а самое главное, оно оказалось удачным, оно показало нужный, необходимый формат. Это встреча ученых, это встреча коллег, это присутствие молодежи, студенты. Они с улыбкой, с радостью встречали гостей, слушали их выступления, я имею в виду студентов. Сами коллеги общались между собой. Кроме того, это была первая проверка Северокавказского центра этнокультурных исследований, который был создан по инициативе Тамары Адамовны при Чеченском государственном университете. И вот здесь впервые республика, на мой взгляд, впервые в широком научном сообществе, заявила о себе как о лидере исследований в этой области. Откликнулись академики в Москве, академик Гусейнов прислал свое приветствие, академик Степин нам звонил. В Питере там великолепная школа этнокультурных исследований. Ну, по сути дела, Петербург – это наша культурная столица. Музеи, и вот такая вот перекличка наших культурных центров, Северокавказский центр, Питерский культурный центр, Москва. Потом же мы увидели, приехали коллеги из Сибири, из наших российских городов. Уникальное получилось само по себе событие, тем более значимое в эти дни, когда мы отмечаем наш национальный праздник – единение, единство России. И, естественно, вышла на первый план базовая тема. Это тема гражданской идентичности, гражданского пространства, в котором и реализуются наши многонациональные культуры, где этнос может не только сохранить, приумножить, развить свою культуру. Тамара Адамовна проводит исследования об инновационном потенциале этноса. Этнос – это не прошедшая перевернутая страница. Это будущее и нашей страны, и у других народов. Потому что глобализация несет унификацию всех людей к одному. Уже вот первый такой угар от того, что мы там все в цивилизованном мире, и, значит, этот мир всех этих вот современных вещей, он, значит, мы уже там, прошел этот угар. А сохранить свои корни, свою национальную культуру, это сохранить свой капитал, будущее для себя и для своих детей. Спасибо. Вот я хочу задать также вопрос Олегу Михайловичу. Олег Михайлович, вот вы также присутствовали на этом конгрессе.
И не могу вас не спросить ваши впечатления от того, что вы увидели. Ну, во-первых, я согласен вот с высказанными сейчас мнениями моих коллег. Вот. А со своей стороны я хотел бы ответить два важных для меня момента. Это, во-первых, можно сказать о том, что на Конгрессе произошел своеобразный перелом. До сегодняшнего дня, пожалуй, наиболее разрабатываемой тематикой была проблема сохранения этнической культуры, проблема изучения ее основ, проблема изучения национальных особенностей, ценностей, идеалов этой культуры. Это очень важно. Действительно важно сохранение национальной культуры, этнической культуры, поскольку именно она является основой жизни человека и не только этноса, этих больших групп людей, но и каждого отдельного человека. Но нам нужно думать о будущем. Мир меняется. Мир вступил в глобальную стадию развития. Мир вступил в остро-кризисную стадию своего развития. Говорят о цивилизационном переломе, об изменении направленности социального и культурного движения. Говорят о том, что мы вступили в так называемое инновационное общество. Инновационное общество предполагает погоню за новизной во всех сферах нашей жизни, будь то сфера науки, будь то сфера технологий, искусства, культуры и так далее. Этнос. С одной стороны, конечно, этническая культура, она базируется на традициях. Традиции очень важны для нас. А с другой стороны возникает вопрос, а совместимы ли традиции и вот это вот изменение в направленности движения мирового целого? То есть подвержена ли сама этническая культура изменениям? И вот как говорила об этом Тамара Адамовна в своем докладе, возможно ли инновизация этноса? А если возможно, то какие здесь существуют модели, благодаря которым можно двигаться в этом направлении? Я думаю, что на Конгрессе прозвучали как раз по этому поводу весьма-весьма интересные мысли, идеи. И тем более важно, что эти идеи высказывались на площадке, где встретились представители и ученых различных специальностей, гуманитарных, социологов, социальных, и в том числе и политические деятели культуры. И второй момент, который меня заинтересовал на этом конгрессе, я бы сказал, весьма и весьма порадовал. Весьма и весьма порадовал. Это город Грозный. Да, Этот город всех Грозный. порадовало. Этот город, куда бы я привозил людей со всей России, для того, чтобы посмотреть, как можно выстроить свою жизнь на основах культурных, своих, национально-этнических культурных, и одновременно воспринять вот эти общие цивилизационные, общекультурные моменты, которые характерны для развития современной цивилизации и развития России в целом. Удивительные люди, удивительная архитектура, и, что важно, столица Грозный – это действительно такой образец, согласно которому выстраивается вся Чеченская республика. В самом начале мы сказали, что это первый международный, да? это первый. Ну, я надеюсь, что это будет еще и второй у нас. В 2 года один раз мы будем собираться в Грозном, да. Каждые 2 года один раз. Следующий будет в 2016 году. Ну вот у нас в зале также находятся эксперты, люди, ведущие политические деятели нашей республики, представители национальных диаспор, также гости нашей столицы, нашей республики. И вот, конечно, хочу задать и всем присутствующим вопрос. Мы сегодня обсуждаем вопросы, связанные с национальной идеей, с вопросами, которые обсуждались на вашем конгрессе. Все это в единой концепции идет к тому, что сегодня нашей стране нужна, как говорил президент нашей страны,
общая объединяющая идея для всех народов, населяющих нашу страну. Видений у различных политологов, ученых много, различные взгляды. И я вот хотел бы спросить сегодня присутствующих здесь гостей, а в первую очередь у вас, Абдулла, вот в чем, на ваш взгляд, могла бы быть сегодня национальная идея Российской Федерации, объединяющая идея для всех народов? Ваше видение. Бисмиллахи рахмани рахим. Во-первых, очень приятно видеть таких известных людей, которые занимаются именно этой темой. Мы как-то немножко отходим от того, что мы забываем, кто мы, наши корни. А здесь люди, которые их изучают. Сказали, что приехали ученые. Эти люди, которые не только приехали поговорить, они еще исследуют эту тему. Да. Они я исследуют? задал этот вопрос вам тоже не случайно, поскольку, насколько я знаю, вы руководитель экспертной группы по разработке единой духовно-нравственной концепции в республике, да? Вы занимаетесь этим вопросом? Да, уже не только в республике, наверное, и скорее всего уже и будет проект на базе чеченской концепции, которая здесь уже наработана и уже работает, для России тоже. Ну, тем более. И вот я хочу вот сегодня, поэтому я вам не случайно этот вопрос задал. Дело в том, что мы иногда задумываемся о том, что кто мы только тогда, когда нам становится трудно, или мы что-то можем потерять. Там в процессе передачи, вот начало было то типа внешней угрозы, люди или страна, или народ объединяются, когда есть определенная угроза, да, внешняя угроза. Но мы не идем дальше, не говорим об этом. А почему? Дело в том, что вот эта внешняя угроза, кто-то может прийти и лишить вас того, что вам дорого. Вот этот страх объединяет. Дело в том, что такое идеология? Это это ценностная шкала, это ценность, ради которой вы готовы чем-то пожертвовать, и даже жизнь. Вот это и есть идеология, если так просто сказать. Но давайте возьмем, что нас может объединить сегодня. Вот та концепция, которая была разработана по поручению главы республики Кадырова 2 года назад, она уже работает. И наверное, многие мы слышали в послании, президент страны сказал про духовно-нравственную скрепу. Она действительно, вот эта фраза появилась именно после того, как глава нашей республики рассказал и показал эту концепцию. То скрепа скреплять. Что скреплять? Вот в нашей концепции это наше предложение, оно состоит из 3 концептов. То есть первое – это гражданственность и патриотизм. То есть страна. Одна единая страна. Она обеспечит нам образ жизни, не поддерживает нас. Второй концепт – это религиозные духовные ценности. И третий концепт – это традиции, обычаи народов, которые живут в нашей стране. Вот 3 концепта, вокруг чего разработана наша концепция. Ну что ж, прекрасно, но я все-таки еще хочу такой вопрос задать. Мы же вот все-таки живем в таком глобальном мире, мы только что с вами говорили об этом. На примере других европейских стран, где сегодня проходят очень такие негативные процессы, непонимания, то есть культур, в той же Франции, в Германии происходят массовые противостояния между народами, между теми, кто приехал в эту страну совсем недавно, иммигранты там с Ближнего Востока, и с коренными жителями. То есть происходит недопонимание культур, на этом уровне строятся процессы и базы. И это является серьезной такой больной точкой в этих странах, это очень проблемная часть. Сегодня в нашей стране живет более 180 народов. Это очень большое количество людей. И каждый из этих народов несет свои отдельные культурные ценности. Вот совместное проживание на территории нашей страны, Российской Федерации. Мы же обозначены как федерация, федерация народов. Поэтому в этом смысле подойдет ли именно вот все, что вы сказали, для всех, так скажем, народов, которых исчисляется более 180? Да, в Европе, как уже сказали, популярна и сейчас политика мультикультурализма. Ну, вот я именно специализируюсь по Испании. И это тоже, это государство называют государством 17 автономных регионов, то есть тоже развиваются разнообразие культур. Но интересно также отношение в Испании к иммиграции. Вот даже вот, если подчеркнуть, иммиграции из стран Магриба, где у иммигрантов совсем не другая религия, другая совсем культура. И
когда именно господствовала такая концепция мультикультурализма, то есть не предполагалось вовлечение этих мигрантов в испанскую конкретную культуру, предоставлялась им свобода. Как правило, эти мигранты отличались такой маргинализацией. Они так оставались, так сказать, в своем окружении, и это мешало им изучать испанский язык, и это очень усложняло ситуацию. А после того, как испанцы решили, тем не менее, все-таки прививать, скажем так, свою культуру этим иммигрантам из других стран, в том числе Магриб, то есть создавать языковые школы, всякие мероприятия культурные, сразу проявилась позитивная динамика. К иностранцам именно из стран Магриба стали относиться гораздо понимающе, перестали испанцы от них отчуждаться. То есть, тем не менее, и в этой политике проявлялось все-таки подчеркивание какой-то одной культуры. То есть вы не являетесь сторонником мультикультурности? Ну, в отношении в Испании. Ну, мы сегодня говорим о нашей стране. Да, да, да. Мы, слава богу, ну вот, например, например, у Испании, да. Раз мы вот сейчас говорите о Испании, да, мы говорим о тех людях, кто приехал в Испанию. То есть это изначально являются иммигрантами. Да. Все люди, которые сегодня живут в нашей стране, мы являемся гражданами Российской Федерации. И наша культура, мы все в основном здесь автохтонные народы живут. Большой культурой, с наследием своим. То есть и для них вот этот прием никак не распространяется. Я хочу вот у Ильбана спросить. Я знаю, что вы не в Испании живете, в России, да? Передайте микрофон. Если честно, лично я не представляю Россию не многокультурной. Может, кому-то покажется странным или как-то даже непривычным такими словами, но каждая культура, которая сегодня существует в России, она, наоборот, обогащает всю страну. То есть любая культура, будь то татары, чеченцы, украинцы, русские, кумыки и так далее, это все богатство, национальное богатство. Язык становится богаче, когда в него внедряются новые слова из других национальностей. Язык становится богаче, культура богаче, это все прекрасно. Я не представляю, как можно сегодня реализовать в России такое, как вот рассказал коллега, да, что сделано, допустим, в Испании и Германии. Я, честно говоря, не представляю, можно ли такое сделать, и можно ли сделать за короткий срок, без каких-либо последствий. На мой взгляд, необходимо все-таки делать упор на многокультурность. Да, должно быть какое-то некое связующее общее звено. Вы сторонник мультикультурности, да? Мультикультурности, но, естественно, в разумных пределах, в разумных рамках. То есть это не значит, что в каждом регионе должны быть свои какие-то законы, кардинально меняющиеся. Я поддерживаю вот выдвинутую идею о гражданственности, патриотизме и мультикультурности. Но когда мы говорим о мультикультурности, я бы все-таки сделала акцент на части культурности. Ведь что мы наблюдаем, когда отдельные представители этносов приезжают в большие города? Они помнят о своей этничности, но привозят ли они с собой лучшие образцы своей культуры? К сожалению, вот я живу в Ростове-на-Дону. Это город изначально был многокультурным. У нас жили и живут мирно русские, украинцы, евреи, армяне, этносы все Северного Кавказа и так далее. Но приезжая в большой город, некоторые люди, независимо от своей этнической принадлежности, им кажется, что город – это место праздности и праздника, и что здесь все можно. Они отрываются от этнических корней тогда, когда думают, что внутреннее самоограничение, а культура начинается с запретов и ограничений, самоконтроля, что это не важно, что родные его не увидят, что можно вести себя как угодно, и поэтому слово «много» остается, а культурность выпадает. В этом смысле я против многокультурности, я за мультикультурность. Это в ответ вот на выступление Людмилы Александровны. Да, действительно, вот поскольку мы немножко вот затронули город и куда приезжают представители различных этносов, проблема в том, что приезжающие туда люди
не являются в большой степени носителями той традиционной этнической культуры, которую они представляют. Очень правильно сказал Олег Михайлович, проблема сейчас в том, чтобы сохранить эти культуры. Если к вам приедет чеченец, который является носителем исконных, традиционных ценностей чеченской культуры, он никогда не позволит себе то, о чем вы говорите. Нетолерантное поведение, антиобщественное и так далее. Потому что сама культура сдерживает его от этого. Другое дело, что приезжает туда, он не освобождает себя, он никак. Культура не позволяет ему нигде освободить себя от тех нормативов, которые в ней, и норм, которые в ней существуют. Сегодня, муслим, проблема стоит в мире. Миру брошен вызов в другом. Миру брошен вызов в том, сохранятся ли этносы вообще, сохранится ли чеченская культура, еврейская культура и так далее. Потому что где-то сидит, я уже вчера говорила в выступлении на Конгрессе, где-то в какой-то стране, будь то Англия, Африка, неважно, сидит молодой человек и формирует какую-то культурную форму, да, и выкладывает ее в всемирную паутину. И чеченский мальчик где-то в Урус-Мартане должен раскодировать этот образ. То есть, получается, процесс, информационная эпоха стимулирует универсализацию культуры. Вот в чем опасность. Потому что универсализация культуры, универсальная культура – это коллапс. Мир может существовать только как он создан Всевышним. Я создал вас племенами и народами. Все остальное – это действительно коллапс. И вызов, который стоит перед человечеством, как спасти, как противостоять вот этой агрессивной, ничейной, массовой культуре, которая льется на нас со всех сторон из средств массовой информации. Вот это есть сегодняшняя проблема, потому вы что... считаете, это одной из основных угроз, да? Это основная угроза, потому что если мы сохраним, понимаете, те культуры, которые сегодня существуют в мире, они тысячелетиями, они сохранились только потому, что они явили миру жизнесберегающие императивы. Если бы этого не было, как и многие этносы, они бы ушли с арены истории. Вы знаете, очень многие этносы ушли. Мы знаем о них, но их нет. А вот те этносы, которые древние этносы, в том числе и чеченские, которые дожили до сегодняшнего дня, их сохранила эта культура. Ее жизнесберегающие императивы. Это очень важно, потому что вырабатывались нормы, которые позволяли сберечь жизнь, сберечь народ в той природной нише, в которой этот народ жил. Точно такие же все культуры этнические. Вот если мы сохраним вот это многообразие, вот эту цветущую сложность культур, если в мире она сохранится, потому что противостоять становящейся единой цивилизации невозможно. Ну, скажите. Самолет везде самолет. Безусловно, будет, да. Я с вами согласен, но все-таки идея глобализма, она глобализация, она ведь не нова, то есть она как бы не сегодня нова, появилась. Конечно. И в этом смысле давайте вспомним недавнюю нашу даже историю нашей страны, Советского Союза, вот идею Сталина о том, чтобы создать образ советского человека, то есть исключающий все национальные какие-либо признаки, то есть перемешивание народов. Ну, это большая такая доктрина существовала в период Советского Союза. Да, но она существовала и потерпела крах большой. Потерпела крах, конечно. но тем не менее основное население страны разделяли мечту в коммунизм, в социализм, в общество равных и так далее. То есть как бы мы сегодня с вами не говорили, но тогда была объединяющая идея для всех граждан Советского Союза, то есть той нашей родины. Я до сих пор считаю Советский Союз своей родиной, родился в этой стране. Если мы вспомним еще недавнюю историю Российской империи, то есть, тогда была идея монархии и царя-батюшки, и объединяющая идея также для всех тех народов, которые населяли нашу страну. Вот были идеи. После развала Советского Союза идея как таковая сегодня, она несколько эпизодическая, то есть появляются отдельные фрагменты идей демократии, каких-то других ценностей, но общей консолидации, общности идей ее пока не существует. Об этом в федеральном послании, только что в зале об этом говорили, культурных скрепах. Скрепов говорил наш президент. Идеология – это концепт, которым можно манипулировать.
И любая идея, ею тоже можно манипулировать. Можно вспомнить, что одним из первых, собственно, о необходимости создания российской национальной идеи заявил Борис Николаевич Ельцин еще в 90-е годы. Да, было такое. И мы помним, чем отличались 90-е годы и к чему это приводило. И здесь большая проблема, что есть идеология, а есть наука. И вот если мы взглянем на эти два вида знания с точки зрения социологии знания, а в каких-то вещах они часто противоречат друг другу. Я не говорю, что они полностью противостоят друг другу, но часто идеология, если она не учитывает какие-то очень важные, скажем так, инструменты, связанные с институтом научной экспертизы, с какой-то научной концептуализацией, то идеология может превратиться в свою какую-то, скажем так, антиверсию. То есть она может быть воспринята обществом и использована разными политическими силами чисто как манипулятивный инструмент. В том числе в такой очень сложной теме, как этнические, скажем, самосознание, этническое развитие или какое-то этническое, скажем так, сотрудничество или этнический конфликт, этническая конфликтность. Во время нашего очень интересного конгресса звучали очень интересные доклады, которые были посвящены теме этнических стереотипов. Этническая стереотипизация очень естественна. Она всегда возникает и всегда, скажем так, развивается в самых разных культурах. Но вся проблема в том, что в наших современных условиях этнический стереотип, он благодаря тому, что если раньше он только то, что называется, распространялся благодаря какому-то агентству «Бабушка на дворе» сказала, или то, что называется слухом, то теперь благодаря медийной поддержке любой такой этнический стереотип, он усиливается многократно. То есть он превращается в инструмент той же самой идеологии, той же самой пропаганды, в такое обоюдоострое оружие. Абсолютно с вами согласен. И здесь еще раз очень важен именно институт научной экспертизы, то есть мнение научных экспертов. И вот с этой точки зрения, по моему глубокому убеждению, вот такое блестящее начинание Чеченского государственного университета и лично Тамары Адамовны, связанное с созданием вот этого первого и проведением международного Конгресса по проблемам этноса, это очень похвальное стремление, потому что мы получили еще одну качественную площадку, где заявлено о какой-то необходимости разработки очень хорошей методологической базы, именно для того, чтобы осуществлялась какая-то научная экспертиза вот этих сложных проблем. Потому что, несмотря на то, что этносы есть, и мы все во время Конгресса был представлен блестящий доклад «Петроглифы Чечни», то есть весь зал замер. То есть возникло настолько огромное количество ассоциаций с самыми разными пластами мировой истории, еще что-то. Но это нельзя воспринимать как некую данность. Это надо воспринимать как вызов нам всем, особенно ученым, для того, чтобы мы соответствовали вот этому разнообразию, чтобы мы нашли какие-то механизмы концептуализации этого знания. А для этого нужен особый язык. И это не просто язык идеологии, что, например, все мы читаем Пушкина. Даже вот коллеги сказали, например, о проблеме городской среды. Это совершенно другое, это не село, это город, это совершенно другие императивы существования. Это тоже должно быть учитано, в том числе при разработке сложных идеологических программ. Я не говорю о том, что эти программы не нужны, но они должны учитывать вот это многообразие современного мира. Как минимум на уровне урбанистики, я уж не говорю на коммуникациях, на медийных вещах. Поэтому с этой точки зрения очень важна роль науки. Мультикультурализм – это не то понятие и практически не та концепция, которая может объяснить положение дел у нас в стране. Это западная концепция, которая была создана для того, чтобы показать, что Запад перемалывает это многообразие культур и народов, а Америка вообще плавильный тигль, котел, который переплавляет все. И что мы видим? Работает этот котел. Сталкиваются этносы, сталкиваются национальные группировки. Происходят те события, которые мы с ужасом видим на телеэкранах. О чем это говорит? О том, что эта концепция себя не оправдала. События трагические, поэтому мультикультурализм – это и понятие, и его содержание требует серьезнейшего осмысления. В чем дело? А дело в том, что западные концепции считают и этнос, и нация – это воображаемая реальность.
это то, чем можно манипулировать, создавать, подкармливать, подплачивать где-то что-то. В результате нет подлинных корневых культур, корневых интересов, корневого общества и сообщества людей, которые входят в полноправное гражданское сообщество. Поэтому мы видим события, в особенности во Франции это характерно. Огромные массы людей, они понимают, что они обмануты. Они находятся на обочине жизни. Они все равно не будут полноправными гражданами этой страны. Идешь по Елисейским полям в Париже, и что видишь? Толпа. Толпа многоликих людей. Там нет этносов, там нет культуры. Идешь по Грозному, я вижу европейский город, и люди, они внутри себя носят эту культуру. Они относятся к тебе как к уважаемому человеку, потому что видят твою седину. Они уважительно к тебе отнесутся. Женщина, молодая девушка с тобой поздоровается. Это не толпа, которая там движется. О чем все это говорит? Прежние концепции мультикультурализма, этноса и нации как воображаемой реальности, они потерпели крах. Вот совсем недавно, до вот тех больших политических процессов, которые сегодня у нас есть в мире, то противостояние, которое сегодня между нашей страной, Соединенными Штатами, странами ЕС, которое уже сегодня серьезные обороты приняло, до этого периода были отдельные проблемы в регионах нашей страны, межнациональные проблемы. Мы часто видели, что эти проблемы существуют, и даже в Москве, в больших центрах происходили такие серьезные противостояния между какими-то этническими группами, народами, которые проживают там на отдельных территориях. Ну, поводы были разные, причины. Сегодня, когда произошло то, что произошло, когда сегодня мы находимся уже за забором, который выстроила против нас Европа, Соединенные Штаты, сегодня народ как никогда консолидирован. А это значит, что идея сама по себе сама пришла к народу. То есть консолидация. Внешний враг. О том, о чем сегодня говорил Абдулла вот только что. Да? Внешний враг. Внешнее противостояние. И вот перед этой угрозой сегодня все народы сегодня объединяются. Это такие процессы, которые сегодня замечены многими политиками, политологами. После развала Советского Союза интерес к нашему региону особенно усилился, на мой взгляд. И там не было столкновений межнациональных, были просто геополитические интересы. И чеченское общество, я имею в виду в целом общество, не только чеченский народ, вынуждены были отстаивать свою этническую идентичность в составе России, доказывать всему миру, что чеченское общество – это современное общество, общество развитое, и готовы и стремиться жить в целом с другими народами России, которые себя позиционируют как гражданское общество, общероссийской идентичности. И в этой связи мне представляется, что изучение, вот такое глубинное изучение с точки зрения развития и перспектив развития кавказских народов, вот подобном форуме, который вот у нас в университете состоялся, имеет большую перспективу. И в контексте вот предстоящего праздника, если будут регионы сильны, открытые, только тогда они будут сильны, и будет сильна наша страна в целом. Это очень важный момент вот на современном этапе, поэтому я так полагаю, что нам нужно быть более открытыми, более независимыми. А то, что касается мультикультурных отношений, то в период советской страны, мне кажется, эти элементы там присутствовали, и это общество было достаточно мультикультурным. Отдельные проявления, это не является свидетельством того, что уровень культуры кавказских народов стал ниже. Мне кажется, законы стали хуже работать, чем в тот период. И никогда я не помню, чтобы
советское общество было озабочено ночными там, или стреляющими свадьбами, или ночными лезгинками. Скорее наоборот, вот сейчас их больше волнует, наверное, российское общество, другие проблемы. Когда представители российских народов, выезжая на зарубежные туры Египта или Турции, ведут себя не совсем достойно и не совсем по-российски. Вот хотелось бы здесь, чтобы мы были для друг друга открытыми, изучали друг друга, взаимообогащались. Мы с вами говорим о том, что все-таки вот стрелять на улице, вот как только что вы рассказывали, да, где-то танцы ведут себя непотребным образом, допустим, в Ростове представители кавказской молодежи, где-то там в Москве на свадьбах стреляют, об этом мы тоже слышали, ну и ряд каких-то поступков. То есть вот если мы говорим о культуре, то в данном случае танцевать на площадях или стрелять на свадьбах, это не является элементом культуры не только чеченцев, но и каких-то других народов. То есть обо всем этом, это все регламентировано сегодня действующим законодательством. И я вот, прежде всего, знаете, меня беспокоит реакция моих коллег, журналистов, когда вот эти события показываются через призму национальной идентичности. Вот это самое страшное и самое ужасное. Когда, да, происходит элементарное хулиганство, человек это там плясал, беспокоил соседей, это хулиганство, статья, есть участковым, приходит, допустим, ну, арестовал его там и какие-то меры, да, воздействия. Но нет, сегодня это показывается, это вот он носитель какой-то чеченской или там дагестанской, неважно, Это татарской понятие культуры. называется. Да, неважно. Вот. И когда сегодня дебоширят, как вы только что говорили, где-то за рубежом ведут себя наши соотечественники, то они тоже не являются носителями русской культуры, российской культуры. Это просто невоспитанные люди. Поэтому несколько вот эти вещи нельзя в одно объединять, мне кажется. И это, конечно же, большая проблема, которая сегодня стоит вот перед моими коллегами-журналистами, которые не совсем корректно это освещают. От общего перейдем к частному. У нас вот здесь представители национальных культурных обществ. Я вижу, вот в красивой национальной форме находятся у нас гости. Они живут в этой республике, каждый день видят, что происходит у нас в регионе. Вот я хочу вам такой вопрос задать. Вот вы живете в нашей республике, в нашей общей малой родине. Давно, сколько времени? Всю жизнь. Всю Предки жизнь. мои жили. Мы, как говорится здесь, можно я продолжу? Да, сразу? конечно, конечно. Коренные, вот как коренная культура. Мы несем, значит, сказал же, Челенский казачий культурный центр. Мы несем корневую культуру свою, казачью культуру. Я, значит, принял ее от своих родителей, родителей от своих, и того от предков в итоге. Вот. Поэтому, но это не значит, что мы живем, это наша многонациональная республика, это не значит, что мы не уважаем, не понимаем культуру других национальностей. Мы тоже, точно так же ее уважаем, также оттуда мы и принимаем от этой культуры, кое-что мы берем. Как это меняемся. Но и также мы несем культуру наших предков, но и передаем. И с нами детишки занимаются, детей привлекаем. Они тоже, то есть, как говорится, вот, говорит, уедет он, говорит, культура, культура, мне кажется, она должна внутри, в человеке сидеть культура. Я ее культуру взял от своих родителей, передам это детишкам своим, дети своим детям. То есть она, культура, должна быть в человеке, в своем человеке. И поэтому, если он уехал, это не значит, что он забыл. Она внутри дается культура. Сегодня вы живете в Чеченской Республике. Вот насколько вам комфортно жить в сегодняшней Чеченской Республике? Да прекрасно, я скажу. Прекрасно. Я помню, как это еще при коммунистических, в тех времен, значит, Чеченскую Республику. Сейчас Грозный наш расцвел. Живем хорошо. И, значит, что, как? Да всю жизнь мы жили, мы не знали, что такое... Учился в школе, кто-то нагаец, чеченец, кумык, русский. Мы жили как одна семья. И сейчас так живем. Ну, бывает распри кое-какие. Ну, это, я думаю, это со временем это все уйдет. Живем мы хорошо. Спасибо, благодаря нашему главе Чеченской Республики. Прекрасно. Политика правильная у него. Спасибо. Вот вы знаете, опять-таки о политике главы Чеченской Республики. Мы сегодня говорим о том, что в Чеченской Республике живет более 40 представителей различных народов. Это большое количество людей. Чеченская Республика в своей сути тоже является мультикультурным сультурным субъектом. Ну, представьте, вот смотрите, здесь у нас сидят представители нагайского общества, есть представители татарского, казачьего, ну и ряда других больших обществ. Они несут свою культуру, они носят свою национальную форму. И все это возможно
проживания в рамках нашей республики. То есть за весь период не было ни одного недопонимания межнационального за последнюю новейшую историю Чеченской Республики. В этом смысле, как вы считаете, может быть, опыт Чеченской Республики стоит перенять и взять на вооружение? Я думаю, что опыт Чеченской Республики уникален. Так же, как уникален опыт любого народа, но чеченский народ, многострадальный народ, народ, открытый сообществу, народ, открытый друзьям, это народ, который имеет такие яркие, характерные черты, которые невозможно не учитывать и не показать и нашей стране, и всему миру. Потому что это люди, которые открыты для дружбы, открыты для сообщества. Они имеют чувство долга, чувство ответственности, я говорил, внутренней свободы, внутреннего достоинства. Это крайне необходимо для общения, для того, чтобы мы могли этот опыт передать другим. И вы абсолютно правы. Раздувают все случаи, которые происходят правонарушения, им приписывают вот этот универсальный национальный характер. Это далеко не так. Национальные взаимоотношения, этнические взаимоотношения – это как раз те, которые происходят в семье, в отношениях старших и младших. То есть мне представляется, что сегодняшний опыт такого народа, замечательного и многострадального народа, он может послужить поучительным примером. Потом будем говорить еще о некоторых вещах. Говорят, и находятся у нас такие политики, просто Кавказ, деньги туда идут. Вы знаете, мне так обидно, деньги-то идут гораздо большие в наши города. Где эти деньги? Где эти корпуса, такие учебные, как созданы здесь? Куда эти деньги идут? Говорят, значит, вот, Кавказу деньги идут. А я вижу небольшие деньги. Созданы великолепные учебные корпуса. Куплено оборудование. Ну, это действительно так. Это действительно так, абсолютно с вами сложно спорить. Дело в том, что вот эти деньги, которые идут, мы их можем видеть сегодня. Вот они. И да. эти деньги в конечном итоге выливаются в здания, в корпуса, в архитектуру, в условия социальные. Они служат всей стране. Вот это как пример. Российская Федерация. Российская Федерация на своей земле строит себе здания. Да. И в этом ничего странного нет. Так и должно быть. Я все-таки, знаете, вот в итоге, в заключении нашей беседы, хочу вопрос адресовать вот всем участникам разговора. Как вы считаете, все-таки вот мы эту тему по-разному к этой теме относились, о мультикультурности, о том, что идея национальная нужна, что она может быть такой или иной. И все-таки, как на ваш взгляд, на ваше видение, вот национальная идея, ее нужно сформировать и подать обществу? Или же все-таки общество само посредством какого-то исторического пути эту идею принимает и дает государству? Вот как найти это взаимопонимание? По поводу чеченского народа и его уникального исторического опыта. Это действительно уникальный исторический опыт, потому что на протяжении жизни нескольких последних поколений чеченцы пережили страшные трагедии, они известны всем, но при этом не озлились, чеченская нация смогла восстановиться и сейчас строит действительно интересную, я бы сказал, передовую цивилизацию. И этот опыт я бы сравнил, вот, например, с опытом великого нашего писателя Достоевского, который начал с революционных идей, побывал на каторге, перестрадал, и, наконец, пришел к общегуманистическим идеям и идеалам, которые изучает сейчас весь мир. Поэтому опыт чеченского народа, конечно, для нас очень важен. И этот опыт, он возник ведь
не только в результате того, что некие идеологи, ученые внедряют мысли в сознание чеченского народа. Это то, что вышло из глубин, духовных глубин, характера чеченского народа, его опыта, этнического опыта выживания. Отсюда вот та дилемма, которую вы сейчас поставили, как это нужно делать, национальные скрепы, национальную идею, то ли приносить как пирожок и заставить кого-то съесть, то ли эта идея возникает изнутри, из глубин, в том числе этнической глубины, исторической глубины жизни народа, осмысления ее. Я думаю, что, конечно, здесь нужна логика не или-или, а именно разумного сочетания. Это называется логика дополнительности, которую еще выдвинул в начале 20 века Нильс Бор. Логика комплементарности, когда одно не исключает другое, одна противоположность не исключает другое. Вот как построить здесь правильную политику, это, конечно, вопрос очень тонкий и интересный, и хорошо, что здесь люди занимаются этим всерьез, действительно всерьез. И, наконец, последняя мысль, она заключается вот в чем. Сейчас, в настоящее время, мы знаем, Россия консолидировалась в результате вот этой самой внешней угрозы. Консолидировалась. Что мы должны поэтому думать, как мы это должны осмыслять? Это не означает, что наши нации и этносы просто соединяются для того, чтобы бороться с общим врагом. Это отрицательная позиция. Главная идея, как мне представляется, здесь вырисовывается такая. Борьба за независимость, борьба за свободу во всех сферах, это политической, экономической, культурной сферы, эта идея должна, и она сейчас действительно овладевает сознанием людей. Независимость, свобода. И только вместе мы можем этого добиться. Муслим, вот буквально два тезиса. Да, очень коротко. Безусловно, национальную идею нигде нельзя в кабинете сформировать и предложить народу. Она будет мертва. Национальная идея и не формируется как-то вот так вот. Национальная идея – это проблема, которая стоит перед народом и которую, консолидировавшись, он должен решить. И вот этот праздник, он очень симптоматичный. Праздник единения. Для России сегодня будущее России только в том, чтобы эта цветущая многообразность культур, только вот эти культуры, этнические, этносы и культуры, которые составляют сегодня Россию, вот их сохранение в едином цивилизационном пространстве, которое называется Россия, и есть ее будущее. Это и есть национальная идея. Сохранить мир в этой стране можно только бережно сохранив этносы и национальные культуры, которые эту страну, собственно, и составляют. Вот это и есть национальная идея. Она на поверхности. Это проблема, которую должен решить народ вот в своей устремленности к будущему. Ну что ж, вы знаете, за последнее время в социологических исследованиях День народного единства как праздник сегодня является одним из самых популярных в нашем народе. Еще несколько лет назад о нем не так широко знали граждане нашей страны. Сегодня его широко отмечают, эту дату знают. Все это говорит о том, что сегодня наш народ, народ России, он с каждым годом становится все консолидированнее. То есть идеи, может быть, никакой и не нужно. Мы собираемся за счет того, объединяемся за счет того, что сегодня есть определенные политические вызовы нашему миру. Или, как сегодня называют его, русский мир. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Я надеюсь, уважаемые телезрители, что разговор сегодняшний был для вас интересен. Спасибо всем за то, что вы приняли участие в нашей программе. Я благодарю вас, уважаемые гости. Ну а на этом, дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Это была программа «Резонанс». Увидимся ровно через 1 неделю.